Доброе утро, Якутия. Просыпаемся вместе с нашими телеканалами Якутия-24 и НВК Саха. Катерина Винокурова, Павел Танин. 21 апреля на календаре. Уже И день 21 недели апреля. вторник. Да. И неделя начинает набирать обороты. Завтра мы пройдем такую середину, Рубикон так называемый. Ну а пока вторник уже не такой тяжелый, как понедельник, но все еще требующий от нас плавно войти вот в этот рабочий ритм. Да. Да. Ну, а с каждым днем на улице все теплее и теплее, да? Узнаем, что сегодня ожидает нас. Да. Давайте прямо сейчас. Сегодня в центральных районах днем ожидается до 4-5 градусов тепла. В заречной группе плюс 3, плюс 5. В южных плюс 1, плюс 2 градуса. В Вилюйской группе 6,7 градусов тепла. В Нижнеленских 1,5 градусов. В западных от 0 до плюс 5. В Колымендигирской группе улусов от минус 14 до минус 1 градуса. В Янских минус 8 плюс 1. На северо-западе ожидается от минус 16 до минус 1 градуса. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 3 градуса мороза. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный со скоростью 1 метр в секунду. Днем ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2,6 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем составит 4-6 градусов тепла. Вот с таким состоянием, да, окружающей среды мы встречаем сегодняшний день. И, в принципе, есть повод улыбнуться в любом случае. Если вам этого не хватило, мы еще продолжим, так сказать, волну позитива и начнем утро уже с добрых новостей. Да. На Филиппинах один барбершоп неожиданно прославился на всю округу. И дело не в модных стрижках и не в звездных клиентах. Все дело в необычной заботе о бездомном коте, который облюбовал это место. Сотрудники заведения проявили редкую доброту. Они сделали пушистого бродягу своим особым постоянным клиентом. Регулярно мастера подравнивают ему шерсть и ухаживают за ней, чтобы кот всегда выглядел опрятно, несмотря на свою уличную жизнь. Эта история быстро разлетелась по пабликам и мессенджерам. Люди восхищаются таким отношением к братьям нашим меньшим. И ведь на Филиппинах вообще трепетно относятся к уличным кошкам. Их там ласково называют пупсин. Это тот случай, яркий пример того, как маленький барбершоп превратился в островок добра для того, кто не может заплатить, но очень нуждается в заботе. Такой балдежный кот, да. Я бы сказала. Ничего. Такой, он еще сидит такой деловой, такой прям вообще деловой. Но мне интересно, тем не менее, может, каким-то взаимозачетом они работают, может, он мышей ловит у них в барбершопе. А есть ли на Филиппинах мыши? Вот тоже вопрос такой. Вопрос. Надо узнать. Узнать обязательно. Мы это когда Взаимовыгода. Взаимозачет, так называемый, да, юридическими словами говоря. Ну, а в целом, хорошая новость, действительно. Забота о животных, она всегда была важна. Мы всегда помним из детства, да, что мы должны заботиться о братьях наших меньших, коими являются кошки, собаки и разные птички, синички в том числе. А филиппинцы показывают там хороший пример. Да, барбершопы филиппинские. А у нас далее чуть более серьезные новости от наших коллег. Передаем слово им. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Минимальная продуктовая корзина в России в марте выросла до 7712,4 рубля. Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян в марте этого года выросла сразу на 2,6% по сравнению с январем. Как отметили в ассоциации Росспродсоюз, дороже всего продукт стоит на Чукотке 19 700 рублей и на Камчатке 13 223 рубля соответственно. В Хабаровском крае минимальный набор питания обходится в 10 231 рубль. С 18 апреля со станции Намыв в Якутске до поселка Нижний Бестях начали курсировать суда на воздушной подушке. На сегодня в перевозках задействовано 15 судов, еще 5 на подходе. Хивусы курсируют с 7 утра до 7 вечера, отправляясь по наполняемости. По мере увеличения светового дня время работы будет продлено до 8. Во время активного движения льда цена билета будет увеличена в связи с повышенным расходом топлива и необходимостью использовать аэроботы.
В этот момент воздушные подушки останавливаются, и тут вот эти боты. Они такие, мощь такая. Конечно, расход топлива у них очень большой, как на вертолете. Выплевывает это топливо. Так, работаем, значит, с 7 утра до 7 вечера. Остается еще дежурный катер, опоздавшие люди после работы и так далее и тому подобное. Ну, дальше больше мы будем с 7 до 8 работать. Пока народу мало. Сотрудники жилкомсервиса продолжат борьбу с лужами. С 24 марта ассенизаторские машины уже откачали более 14 тысяч кубометров талых вод. За минувшие сутки с улицы Якутска было выкачано свыше 1300 кубометров. Бригады работают в круглосуточном режиме. В связи с потеплением количество техники было увеличено до 20. При плюсовой температуре в ночное время число машин возрастет до 30. Особое внимание уделяется откачке талых вод с центральных улиц города. Ну а оставить заявку можно в единой диспетчерской. Для этого необходимо позвонить по номерам телефона 44 42 51, 44 42 29. Выходит в 3 смены, есть еще межсменные рейсы. То есть наша цель, чтобы в городе всегда на линии были машины, которые постоянно откачивают. То есть такого нет, что какое-то время, условно, там 2-3 часа машин на линии не было. То есть круглосуточно машины есть на линии, они всегда работают. Как только мы получаем заявку, диспетчер сразу определяет, есть ли на маршруте машина или нет. То есть машина работает по маршруту и, условно, получив заявку, в течение там, часа, 30 минут, бывает даже 5 минут, машина приезжает и откачивает. То есть машины работают по маршруту, и они отрабатывают свои улицы. За 20 лет популяция лесных бизонов в Якутии выросла в 10 раз. Начав с 30 особей, завезенных из Канады в 2006-м, сейчас республика насчитывает 308 бизонов. Они отлично адаптировались к суровым зимам. За все время не было ни одного случая нападения хищников. А местные телята даже крупнее канадских. Ежегодно рождается около 40 малышей. Теперь перед учеными стоит задача к 1935 году создать устойчивую популяцию в 1000 голов. Животных уже выпустили в природном парке Синий, а в планах организовать свободные стада еще в нескольких районах Якутии. Проект помогает восстанавливать биоразнообразие региона. Сборная Якутии по масс-рестлингу отправится в Чувашию для участия в первенствах России. Соревнования пройдут по 3 возрастным группам. Первенство России пройдет в Чебоксарах с 24 по 26 апреля. Ожидается, что выступят все сильнейшие региональные команды. По информации Всероссийской Федерации масс-рестлинга примут участие более 250 участников. Будут представлены почти 30 субъектов. На данный момент идет сбор заявок от команд. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы продолжаем просыпаться и набираться бодрости на весь день. И сегодня утром в столице, как мы говорили ранее, температура воздуха составила 3 градуса мороза, да, но это достаточно тепло для Якутии. Да. Солнце вовсю уже нам светит, и самое время начать день активно. На очереди самая энергичная часть нашего эфира. Выходим на улицу разгонять кровь и поднимать себе настроение. Всем доброе утро! Сегодня мы снова на улице, снова на свежем воздухе, и мы вам покажем упражнения, которые вы можете делать и дома, и на улице. Сейчас весна, потеплело, выходим, двигаемся, погнали! Итак, первое упражнение у нас подъемы рук вверх по очереди. Итак, поехали! Ставим таймер на 1 минуту и танцуем. Включаем себе веселую музыку или одеваем наушники и наслаждаемся нашей зарядкой. Поехали. 1, 2, 3, 4. Еще 1, 2, 3, 4. Следующее упражнение мы немножко усложним. Мы будем добавлять еще и ногу. Итак, поехали. Тянем правую ручку вверх, левую ножку в сторону. И наоборот. Также ставим таймер на 1 минуту и кайфуем. Улыбаемся, слушаем музыку, чувствуем свое тело. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Следующее упражнение у нас будет отведение ноги в сторону и мах рукой тоже, но в другую сторону. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4. Это упражнение тоже мы выполняем 1 минуту.
улыбаемся, получаем удовольствие, отводим ножку и ручку. Нога у нас правая, рука у нас левая. Раз, два, три, четыре, еще раз, два, три, четыре. Следующее упражнение у нас будет очень активное. У нас будет бег на месте, чтобы проснуться, взбодриться и чтобы наш день прошел сегодня классно. Итак, начинаем бег на месте. Кто подготовленный у нас, может поднимать колени чуть повыше. Кто не может, значит, переминается на месте. Обязательно помогаем себе руками, дышим и кайфуем. Тамар, давай! Мы бежим, 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 бежим. Тоже можно поставить таймер на 1 минуту или выполнять 30 секунд. Возможно, вам будет сложно, но начинайте с самого малого. Так, и, конечно же, после упражнения мы ходим по комнате, восстанавливаем дыхание. Ну или мы, в данном случае мы на улице, ходим, не останавливаемся, пока наше дыхание не придет в норму. На этом у нас все. Всем прекрасного дня и отличного настроения. Ну а мы продолжаем наш эфир и расскажем вот о чем. Мирнинцы познакомились с традициями 11 культурных объединений, проживающих в Алмазном регионе. На фестивале «Древо поколений» представители национальных общин рассказали горожанам о традициях, которые бережно хранят и соблюдают. Чтобы проиллюстрировать их, представители Хакасии взяли миниатюрные статуэтки. Мирнинцы познакомились с традициями 11 культурных объединений, проживающих в Алмазном регионе. На фестивале «Древо поколений» представители национальных общин рассказали горожанам о традициях, которые бережно хранят и соблюдают. Чтобы проиллюстрировать их, представители Хакасии взяли миниатюрные статуэтки. Ахтас – это такая, как сказать, камень такой огромный, большой-большой. Очень красивый камень. И он дает силы, энергию нам всем. И когда есть возможность есть, мы приходим туда и заряжаемся энергией вот так вот. Активисты Ассамблеи народов Якутии вместе с школьниками и студентами Мирного перевоплотились в национальные костюмы, расшитые орнаментами в виде цветков, петушков, гороха, украшенные бисером и жемчугом. И хранители культуры воссоздали по старинным образцам. Не секрет, что костюмы мы заказывали. Нам шили же, конечно, по индивидуальному пошиву. Но там четко все придерживалось русских славянских традиций. Рубашки, конечно, это либо косоворотки, либо вышиванки. Но ткани это уже более современные. Естественно, это уже не лен, это уже не хлопок, это уже ближе к синтетике. Все такое. Украшения также, если раньше это были натуральные какие-то камушки, то сейчас это уже имитация. Традиционные блюда кухонь народов России и СНГ стали главной точкой притяжения мирнинцев. Кабинет местного института на день превратился в шумный яркий базар. Горожан угостили десятками блюд, среди которых шашлык, сармалия, пахлава, чак-чак, урбеч и многое другое. Каждой семье даем по одному блюду, да, чтобы готовили. Я, например, 3 блюда готовила сегодня. Участвовало где-то 6 человек. Да, мы не спали почти до 9 утра. А на кулинарном мастер-классе гостей праздника научили готовить долму, шахплов, бузы и якутские оладушки. Также мирнинцы познали азы кавказских и якутских танцев, обучились языкам народов России, собрали этноколье и изготовили открытки. Первый в Мирнинском районе фестиваль «Древо поколений» посвятили Году народного единства в России. Ну а мы для вас готовы поделиться с вами, точнее, советами для утра, которые облегчат вам жизнь. Давайте посмотрим. Современный ритм жизни диктует свои правила. Мы постоянно куда-то спешим, пытаемся успеть сделать миллион дел и при этом остаться в ресурсе. Но что, если существуют простые и эффективные способы облегчить наше утро, сэкономить время и силы? Возможно, какая-то из этих маленьких хитростей именно то, что вы искали. Первое. Разогреть 2 тарелки в микроволновой печи одновременно. В этом нам поможет обыкновенный стакан. На него нужно поставить одну из тарелок, при этом вторая тарелка отправляется в микроволновую печь привычным способом. За счет того, что первое блюдо оказывается на 2-м этаже, появляется возможность разогреть сразу 2 порции. Теперь нет необходимости греть ваши завтраки по очереди.
Второе. Остудить чай или кофе. Эта история обычно случается с нашими детьми. Чтобы напиток быстрее остыл, положите в чашку несколько ложек и вилок. Теплообмен в направлении от более нагретого тела к менее нагретому будет происходить, пока они не достигнут одинаковой температуры. Так что вы получите нагревшиеся ложки и вилки и остывший чай. Третье. Взять утренний кофе с собой. Если вы вдруг не успели допить ваш напиток, то вы смело можете взять его с собой. А петелька на рюкзаке может служить удобной подставкой для стаканов с кофе в движении. Самое главное – быть уверенным, что рюкзак стоит достаточно устойчиво, иначе в один прекрасный момент все может пойти не так. Четвертое. Почистить одежду. Как часто бывает, что в торопях по утрам мы не всегда можем найти тот или иной предмет. Например, ролик для чистки вещей. Быстро почистить одежду от шерсти и мелкого мусора можно скотчем. Намотайте липкую ленту на ладонь клеем наружу, и орудие готово. Пятое. Порядок в шкафу. Если в вашем шкафу уже нет места для хранения очередной новой рубашки, то вам точно нужно будет сохранить несколько ключей-колец от жестяных банок. В каждом ушке есть два отверстия. Одно из них нужно продеть на одну вешалку, за второе зацепить вторую вешалку с одеждой. Это позволит вам быстро и надолго организовать порядок в шкафу. Шестое. Починить застежку-молнию. И такой форс-мажор может случиться утром, а устранение этой неприятности может забрать много времени. Справиться с застрявшей молнией поможет обыкновенный крем. Нанесите небольшое количество крема на зубцы, и бегунок проскользет по ним без труда. Седьмое. Блестящие зеркала. Поели, собрались, оделись, но и как же не взглянуть на себя в зеркало перед выходом из дома? Но и тут могут возникнуть трудности, например, разводы на зеркале. Стоит расстраиваться, и на этот случай есть лайфхак. Возьмите половину сырой картофелины, пройдитесь ею по поверхности зеркала, промойте холодной водой и вытрите насухо. Это самый простой и доступный способ очистить загрязнения и вернуть блеск всем зеркалам в доме. Возможно, вы подумаете, что в жизни современного человека и так все максимально просто. Но ведь у удобства нет предела. Именно поэтому изобретательные умы каждый день бьются, чтобы сделать проще то или иное повседневное действие. Берегите свое время и просыпайтесь с улыбкой на лице. Вот такие советы, чтобы проходить экзамены жизни. Ну, организация пространства, да, это же все ситуации исключительно жизненные, которые... Нет, особенно мне понравилось, как перед уходом заметил грязное зеркало, пошел на кухню, разделся, почистил картошку. Потом оделся обратно и пошел. Но, тем не менее, сама суть, это работает, да, я тоже много раз видел. И в автомобиле, кстати, такое используют, чтобы не сильно, по-моему, не запотевали окна, можно картошкой. Ну, это, как говорится, из чертогов воспоминаний я могу ошибаться. Тем не менее, да, вот такие вот вещи, они полезны в жизни, да, нам помогают. Нам, вот. А есть другие сферы жизни, да, которых мы тоже иногда хотим каких-то получить, каких-то вот, ну, подсказок, да, каких-то советов, хитростей и так далее. Одна из этих сфер вот сейчас ожидает выпускников школ, потому что приближается что? Правильно, единый государственный экзамен, дай вам Бог здоровья, как говорится. И там тоже каждая буква может решить очень много, как минимум, в пользу, в плюс или в минус ваших баллов итоговых по экзамену и так далее. Поэтому тонкости, особенно если мы говорим про русский язык, тонкости русского языка, они всегда такие неоднозначные, да, потому что не всегда мы их полностью знаем, в том числе и написание слов. И для этого, чтобы лучше поддерживать в хорошем состоянии наш словарный запас, нашу речь и знание русского языка, у нас есть классная Помогает рубрика. Наша рубрика, да, говорим правильно. И сегодня мы разберем слово, которое многие употребляют с ошибкой – поскользнуться. Да, казалось бы, простое слово, а сколько вариантов. Давайте проверим себя сейчас, прямо сейчас проверим себя и узнаем, как же все-таки правильно. Доброе утро, дорогие телезрители! Во время нашей прошлой встречи мы говорили с вами о таких травмоопасных словах, как гололед и гололедица. Эти слова опасны тем, что независимо от того, как вы назовете это природное явление, очень легко поскользнуться или подскользнуться. В отличие от слов «гололед» и «гололедица», словари единодушны в своем мнении и в своих рекомендациях. Нужно говорить «поскользнуться» без всякой лишней буквы «д».
Однако носители языка нередко смешивают два слова «поскользнуться» и «подскользнуться». И частотно ошибка. Даже некоторые слова делают помету, что вариант «поскользнуться» с буквой «д», ошибочный вариант с буквой «д», является просторечным и даже разговорным. Почему я усиливаю частицы даже разговорное? Потому что разговорное слово, оно всегда ближе к литературному. В любом случае, наличие пометы говорит о том, что статус слова может измениться. Ну а пока мы с вами говорим правильно «поскользнуться» и никак иначе. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Вот такое коварное слово, казалось бы, бытовая ошибка, но на ЕГЭ том же самом за нее можно потерять балл. Однако истинная грамотность – это не только правила языка, но и глубокая память о людях. В Горном Улусе состоялась презентация удивительной пронзительной книги. Ее автор – Любовь Николаевна Андреева, заслуженный учитель РСФСР, почетный гражданин Горного Улуса и села Бердигистях. Любовь Николаевна посвятила свое произведение самому родному человеку, судьбе своей матери, женщины, чья жизнь стала настоящим подвигом. Героиня книги Мадина Ахмедшеевна Искакова. Женщина с удивительной и невероятно трудной судьбой. Родом из крымского города Джанкой, из семьи, которую в годы сталинских репрессий выслали в Сибирь. Она вышла замуж за человека, объявленного врагом народа, впоследствии реабилитированного. Стала матерью его 4 детей, а затем родила и воспитала еще 4. Итого 8 детей. И все это сквозь суровые годы войны, лишений, боли. Сколько бы испытаний выпадало на ее долю, она выстояла. Ну, хорошая хозяйка была. Ну и самое главное, вот как мы написали, это милосердная, к людям очень хорошо относилась. И поэтому очень много писем, целый чемодан писем есть, которых о ней очень хорошо отзываются люди. В книге «Мадина. Путь милосердия» она предстает не только как заботливая бабушка, но и как один из светил медицины. Мадина Ахмедшеевна входила в ту самую плеяду медицинских работников, которые смогли победить трахому в Якутии. Ее жизненный путь – это, без сомнения, путь истинного милосердия. Страницы этого издания наполнены живыми голосами. В книгу вошли теплые воспоминания родных. Читая ее, начинаешь понимать, за каждым человеком стоит целая эпоха. Хочется сказать слова благодарности за эту книгу. Это книга о самом дорогом, о маме. Это трогательный, глубокий труд. И спасибо за то, что вы поделились частичкой своей души и семейной памяти. Уверена, каждая страница дышит теплотой и мудростью, которые мы, читатели, обязательно пронесем через сердце. Напомним, Любовь Андреева – автор многочисленных статей о педагогах, а также книг «С сердцем горячим в груди» и «А я за счастье поборюсь». Она является победительницей республиканского конкурса рассказов о людях в белых халатах. Эта книга не просто история одной семьи, это яркое свидетельство несгибаемой силы духа, материнской любви и безграничного милосердия, ставшей бесценным вкладом в сохранение нашей общей памяти. Аида Наговицына, Иван Слепцов, Горный. Ну, замечательная, трогательная история, книга, где в каждой строчке любовь и благодарность. Но есть и другие книги, которые учителя советуют прочитать каждому. В преддверии второго международного книжного фестиваля «Книжный ветер», который состоится летом этого года в Якутске, в нашей постоянной рубрике «Книжная полка» известные личности Якутии рассказывают о своих любимых авторах и произведениях. Доброе утро. Принято считать, что искусство – это вторая жизнь, а подлинные уроки нравственного прозрения мы черпаем из страниц литературных произведений. Что дурно, что хорошо. Из чего складываются лучшие минуты жизни,
Как звучит истинная любовь и почему Родину нельзя предать? Обо всем этом мы узнаем из книг. Книга, к которой я всегда возвращаюсь, это сборник произведений Антона Чехова. И для этого у меня есть 3 простых причины. Прежде всего, это произведение небольшого объема. И в наше быстротечное время это тот формат, который максимально близок нынешней молодежи. Во-вторых, это произведения, лишенные хрестоматийного налета, лишенные назидательного начала. Автор хоть и присутствует в тексте, но вместе с тем растворен словно в воздухе, позволяя читателю самостоятельно сделать выбор в оценивании поступков своих героев. Ну и в-третьих, конечно же, это произведения, в которых автор предлагает совершенно обычный и простой сюжет. Его герои, как правило, не стреляются на дуэлях, не бросаются в реку или под поезд. Его герои не убивают старушек. Они проживают обычную, будничную, повседневную жизнь. Но именно в этой обычной жизни происходят самые судьбоносные явления и протекает вся жизнь. Международный книжный фестиваль «Книжный ветер» – это возможность окунуться в искусство. И я хотел бы пожелать всем зрителям, следуя заветам самого Антона Павловича Чехова, чтобы жизнь всегда была восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. Встретимся на книжном ветре. А от человеческих судеб к судьбам пернатых. В Приморском крае аисты выбирают себе место для гнездования. Это настоящая история обживания, достойная пера классика. О том, как книжная пара выбрала для жизни один из микрорайонов города Уссурийск, как пернатые обживаются там и о чем это свидетельствует, расскажут наши коллеги. Молодой микрорайон в Уссурийске Радужный обрастает новыми жителями ежегодно. Комфортное жилье здесь выбрала и пара аистов, которые вернулись после зимовки в теплых краях. Пара краснокнижных птиц обживает уже готовое гнездо. Они свили его еще в прошлом году, облюбовав территорию парка спорта и отдыха. К нашему большому счастью, было видно, что там живет семья, и уже достаточно большие птенцы были. Для нас очень большое счастье, что они вернулись, мы их очень ждали. Аисты поселились на нейтральной территории поблизости от реки Комаровка, небольшого леса, который переходит в поля. По соседству от тропы здоровья, где расположена лыжня, а в теплый период года гуляют любители скандинавской ходьбы и велопрогулок. Поэтому незамеченными птицы не остались. В парке решили обеспечить безопасность аистам и организовать место для наблюдения за ними. Мы, в свою очередь, планируем смотровую площадку организовать так, чтобы установить лавочки, для того, чтобы люди, придя, могли отдохнуть, установить информационные таблички, чтобы они могли ознакомиться с информацией о птицах, установить стационарный бинокль большой. Дальневосточная аист – птица редкая, занесена в Красную книгу. В возрасте 3-4 лет пернатые образуют пары и готовы к пополнению. Молодая семья гнездится в труднодоступных высоких местах. В течение теплого сезона родители растят птенцов, и уже вместе вся семья улетает на зимовку в Южный Китай. И для того, чтобы человек до них не добрался, то есть никакой хищник до них не добрался, поэтому так высоко они гнездятся. И стараются это делать в поле, чтобы рядом не было никаких... Если стоит одиночное дерево, им это отлично подходит. И часто выбирают лэп как раз-таки для этого, потому что у нас лэп как раз проходит по полям. Это отличное идеальное стальное дерево, очень крепкое и большое гнездо, которое 2-3 метра может быть в диаметре, спокойно там разместится. Чета уссурийских аистов обживается после переезда. Этих краснокнижных особей на Дальнем Востоке не более 3000, поэтому жители Радужного такому соседству рады. В честь пернатой семьи в парке уже установили светящуюся фигуру как символ крепких семейных уз и верности. Ольга Сомкина, Наталья Зайцева, «Панорама». Невероятно красивая история, не менее красивые птицы, согласись, Паша. И величественные. Но если уссурийские аисты облюбовали себе столб, то в Якутске тоже можно увидеть довольно интересных животных, не уезжая далеко от города. Достаточно отъехать на считанные километры.
Там на живописном холме поселилось небольшое, но очень дружное стадо северных оленей. А ухаживают за рогатыми питомцами супруги, для которых это занятие давно стало семейным делом. Как живут эти животные и чем их балуют хозяева, смотрите в следующем сюжете. Всего в нескольких километрах от Якутска есть место, где можно заглянуть в гости к настоящим северным оленям. Алудар, Ганя и Ракета обитают в уютном домике на сопке любви. А ухаживают за ними супруги Альфред и Дая. Он потомственный оленевод, она его верная помощница. Вместе они превратили это занятие в настоящее семейное дело. Олени были у нашего дяди Хэп. Он изначально этим занимался всю жизнь, он разводил животных. У него свой скот, олени, козы, бараны, осел, карликовый бычок у него еще есть. Все виды птиц, мне кажется. И вот, он держал свое хозяйство, получается, в Намцах. Как мы поженились, своему племяннику отдал оленя, получается, как способ заработать, чтобы прокормить свою семью. И у нас появился счастливчик, первый олень. Он тогда уже в возрасте был, около 10 лет это ему. Первое время мы катали в парке культуры и отдыха, зарабатывали чем могли. Первое время прокормить оленя, конечно, тяжело было. Мы собирали ягель специально на конкретный промежуток времени, допустим, сентябрь месяц, до первого снега. И на одного оленя тогда было где-то около 500 мешков собрать нужно было. Мы сами своими руками собирали. И в прошлом году, в декабре месяце, мы решили открыть гостевой домик с северными оленями, чтобы гости тоже могли прочувствовать, каково это, да, с оленями жить. Супружеская пара относится к оленям как к своим детям. Уход за ними – дело непростое. Это вам не собаки. Альфред с малых лет жил бок о бок с оленями. Так и постиг эту сложную науку. А учил его дядя-оленевод. То, что с детства с ними работаю, поэтому они как-то уже не как обычные животные, они как уже брат по оружию. Да? Вместе с ними вот так катали, вместе с ними вот так вот работаем, поэтому уже они для меня уже не простые животные. Животные быстро привыкли к своему новому дому и к людям. На контакт выходят охотно, а особенно радуются, когда учуют свое любимое лакомство – ягель. Северный олень – это единственный вид оленей, у которого рога носят как самки, так и самцы. Еще они меняют цвет глаз в зависимости от сезона. К примеру, летом они зеленые, а зимой – голубые, что позволяет им видеть в полярную ночь. По характеру северные олени в большинстве своем очень спокойные, но, как и люди, бывают разные. Вот, например, Ракета довольно своенравна. Даже на съемку ее решили не приводить, чтобы обойтись без ее шалостей. У Ракеты характер там у него тяжелый, очень тяжелый. Но с ним весело, там он баловаться умеет, прямо вот так вот попрыгать, побегать, суету наводит к тебе. А на работе он вообще, как работать начинает, сразу он ленится, типа устал, уже устает, ползти начинает. После круга он такой ложится, типа усталый. А потом как работа заканчивается, сразу первый такой начинает сбегать с работы. Прям всех уже гоняет, до машины уже убегает. Алудар у нас спокойный, он у нас с нашей республики, и у него как-то охотничий дар даже есть, такой спокойный, не волнуется, там его все равно не круто. Также и у Гани тоже характер, он тоже такой на работе вот как раз катает, он вообще не устает, не знает, что такое усталость. Люблю всех по-разному, ну, как своих детей. Там кто-то плохой, кто-то хороший, так не делает. У всех свои характеры, приходится их принять таких, какие они есть, да. Кстати, сейчас олени без рогов, и это не признак болезни, а обычный природный процесс. Северные олени сбрасывают рога каждый год. На месте старых рогов постепенно отрастают новые. Так, вот эти у нас рога, которые вот растут, это называется панта. Если их можно... То есть, когда в процессе роста у них, прям, если потрогать, у них чувствуется тепло, она вот, весь кровь, она туда бегает, она растет. Получается, они свои рога чувствуют прям? Да, у них очень чувствительная, как перед роста. А потом уже где-то примерно в сентябре у них уже будут костяными. Да, как зубы. И люди вот иногда бывает то, что подходят, жалуются, то, что вот, у вас типа олень в крови. У нас, по идее, это вообще
как природа, это нормально. Встретиться с северными оленями жителям Якутска совсем несложно. Алудар, Ганя и иногда даже своенравная Ракета ждут гостей всего в нескольких километрах от города. Хозяева всегда рядом и готовы поделиться историей каждого питомца, потому что для них олени не просто животные, а настоящие члены семьи. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Да, северные олени для этой семьи не просто бизнес, а целая жизнь, традиция, которую бережно передают из поколения в поколение. Говоря о традициях и преемственности, невозможно не заглянуть в нашу рубрику. Ведь именно в такие дни, как сегодня, история напоминает нам о важном, о том, что было задолго до нас и что мы обязаны сохранить. На календаре 21 апреля. Сегодня отмечают День местного самоуправления в России, День главного бухгалтера и мастера пряничного дела. По народному календарю Родион Ледолом. В народе святой Родион был известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдали и делали определенные прогнозы на будущее. Например, считалось, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды. Этот день в истории. 1932 – день создания морских сил Дальнего Востока. 1939 – в Ленинграде открылся кинотеатр «Москва», первый трехзальный кинотеатр в Советском Союзе. 1954 – Советский Союз вступил в ЮНЕСКО. 1972 – космический корабль совершил посадку на поверхность Луны. В этот день родились Арина Родионовна, няня русского поэта Александра Пушкина. Фридрих Байер, датский писатель, пацифист и политический деятель, нобелевский лауреат. Макс Вебер, немецкий социолог, историк, экономист. Станислав Ростоцкий, советский кинорежиссер, сценарист, педагог. Елизавета II, королева Великобритании. Крис Кельми, советский российский рок- и поп-музыкант, композитор. Именины сегодня отмечают Иван, Мария и Сергей. Ну а со вчерашнего дня до 24 апреля в Якутии будет проходить неделя, точнее уже проходит, неделя осведомленности о важности иммунопрофилактики. Ее цель – напомнить, что вакцинация остается самым надежным и выгодным способом борьбы с инфекциями. Благодаря прививкам человечество победило оспу, остановило полимиелит и значительно снизило заболеваемость дифтерией, корью и краснухой. О том, почему это касается каждого, а не только детей, поговорим с врачом-эпидемиологом Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Марией Петровной Хлопковой. Мария, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, хотелось бы поговорить о том, да, какие прививки стоит делать, особенно те, которые не входят в календарный план прививочный, да, или как это называется правильно. Угу. Национальный календарь профилактических прививок. Да. Какие прививки не входят? Не входят такие, как ветряная оспа, клещевой энцефалит. Так. Вот такие прививки можно делать платно. И стоит делать. Да, стоит делать. Для девочек есть прививки ВПЧ, и также есть от ротовирусной инфекции. А вот какие болезни из числа тех, для которых предусмотрены, да, в национальном прививочном календаре, собственно, вакцины, а для каких, может быть, не существует лечения, что, ну, чтобы мы понимали, да, что вот, ну, от этого прям вот лучше обязательно поставить? Это корь. Да, от кори только симптоматическое лечение, а от всех остальных болезней у нас есть сыворотки, антибиотики и противовирусные. Можно лечить. Ну, врач как-то должен, наверное, да, проверить на аллергическую реакцию не только ребенка, но и взрослого при установке прививки. Да, он должен проверить аллергический анамнез. Вот. Если у ребенка будет аллергия, то антигистаминные назначать перед вакцинацией. Но это не является противопоказанием, конечно же. Понятно. А вот мы упомянули, что от ветряной оспы и от клещевого
энцефалита. Это платные прививки. А какие прививки сегодня делаются бесплатно? Ну, вообще, какое количество их? И, может быть, там, все ли там, угрозы они покрывают, скажем так? Существует национальный календарь профилактических прививок, куда входят 12 инфекций. Вот. Туда вот БЦЖ обязательно при рождении ребенка ставят, да, и по возрастам. Также входит гепатит Б, корь, паротит, краснуха, это тот же АКДС, да. Вот. Их вот стоит ставить детям. Вот. Ну, у родителей, конечно же, есть возможность отказаться, но ответственность берет уже на себя родитель. Ну, вот такое большое количество прививок мы перечислили. Опять же, вопрос там смешения, ну, смешивания их в каком смысле? Можно ли в один день несколько прививок сразу ставить? Да, можно ставить живую и убитую вакцины. Это вообще, ну, ничего такого нету. Просто там нужно посмотреть реакцию ребенка. Ну, ставить можно. Не ставим совместно только БЦЖ. БЦЖ это отдельно. Она всегда отдельно, сама по себе. Она сама по себе. А остальные, в принципе, можно там 3-4 за один день поставить. Мария, ну, мне кажется, многие, да, из нас не помнят, какие прививки были поставлены нам в детстве, да, если вот даже какой-то вот карта там утеряна, да, о прививках. Ну, с чего начать восстановление календаря своих прививок? Так, в первую очередь мы идем к терапевту, к нашему. Вот, может, у него там сохранились какие-то данные. Вот, и потом также мы делаем иммуноглобулин, проверяем вакцинацию, и вот, и иммунитет проверяем. Ну вот говоря про терапевта, ну если мы говорим про детей, да, то есть мы же понимаем, что как бы детям можно прививки поставить в разных местах, то есть начиная там с поликлиники, да, мы приходим, где вот как раз у терапевта, скорее всего, все записано. Потом у нас начинаются там, в школе массово приходят прививки, ставят в детских садах и так далее. Вот эта информация, она вот как-то, ну, в эпоху, да, сейчас развития цифровых технологий, все вроде бы связано, взаимосвязано. Эта информация, она в общем каком-то пространстве обитает? Или есть вероятность, что мы там придем к терапевту в поликлинику узнать, какие прививки ставили ребенку, но он не будет в курсе там прививок, поставленных в детском саду или школе? У нас для этого есть национальный календарь прививок, сертификат прививок. Вот. Его желательно носим с собой и записываем там. А также у нас есть программа у всех одна, медицинская, и можно туда. Ну вот как раз почему я это спросил. Опять же, в случае, если был утерян сертификат, такое случиться может, да, люди и паспорт иногда теряют, то есть и сертификат прививок тоже как бы не исключение. То есть в случае чего можно, в принципе, полноценно всю информацию за счет вот этой единой системы ее можно восстановить. Да, можно восстановить. А если вы не знаете, то можно сдать анализ. Ну вот как мы говорили в начале, да, с 20-го вот уже идет неделя, да, осведомленности. А какие-то еще вот работы проводятся с пациентами, может, в поликлиниках какие-то в рамках недели проводится осведомленность? Да, проводится. Можете обратиться по месту жительства к терапевту или к педиатру и задать все ваши вопросы, которые вас интересуют. Мария, спасибо вам за участие в нашем эфире. Будьте здоровы, хорошего дня. Тоже вам здоровья. И нашим зрителям тоже здоровья. Позаботьтесь о нем, как мы сказали. Вакцинация, прививки — это, наверное, самый, во-первых, бесплатный по большей части и самый эффективный способ профилактики каких-то серьезных инфекционных заболеваний, потому что хоть от большинства лечения есть, тем не менее, это, мне кажется, достаточно неприятная история будет, если заболеть. Поэтому всеми возможными способами защищаемся, предотвращаем, как еще сказать, защищаемся, в общем, одним словом. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях.
продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний, в том числе сантехников и электриков, следует включать в квитанции вместе с ежемесячными коммунальными платежами. Жильцы должны иметь возможность оплачивать работу таких специалистов онлайн. Об этом заявил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Он считает, что это будет гарантией качества выполненных работ. Кроме того, управляющие компании смогут получить дополнительный доход, поскольку зачастую жильцы могут расплатиться, например, с электриком в обход УК, который несет в дальнейшем ответственность. Детям участников СВО оказывают поддержку при поступлении в школу. Первоочередным правом обладают дети участников специальной военной операции и силовых структур, в том числе погибших в ходе СВО. Приемная кампания во всех 36 муниципальных образованиях республики на 26-27 учебный год началась еще с 1 апреля. Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, необходимо иметь прописку по месту жительства и закрепление школы. Запись в первый класс проходит через портал госуслуг. Также члены семей участников СВО смогут перевестись в более приближенные к месту проживания образовательной организации начального, основного и среднего общего образования. Планируем, что в этом году будет около 15 тысяч первоклассников. Мы ведем особый мониторинг за поступлением детей из семей участников специальной военной операции. Запись в первый класс проходит через портал государственных услуг. Первый этап поступления завершится 30 июня. После этого 6 июля по 5 сентября будет возможность выбора школы по своему желанию при наличии мест. В России предложили увеличить число школьных психологов. В стране катастрофически не хватает специалистов, необходимо увеличить их число. Принятие соответствующего закона не позволит учебным заведениям умалчивать случаи травли и вынудит руководство школы работать на профилактику такого явления. Депутаты считают при этом, что в школах нужны специалисты, которые будут в ежедневном режиме вести грамотный мониторинг, работать с учениками и их родителями. В республике в рамках всероссийского проекта «Хранители истории» от движения первых стартовала новая программа «Серебряное кольцо». Теперь школьники и студенты республики будут не просто изучать прошлое, а самостоятельно проектировать авторские туристические маршруты по знаковым местам своего края. Проект включает в себя обучение основам исторического туризма, создание уникальных экскурсионных троп в районах и их цифровизацию. На памятных объектах установят QR-коды со ссылками на маршруты молодых исследователей. Кульминацией программы станет двухдневный региональный слет в Якутске, где 40 лучших команд со всей республики сразятся в историческом квесте и защитят свои проекты. Мы пытаемся немножко поменять подход к изучению истории родного края у подрастающего поколения. То есть не только пассивное слушание лекций или чтение книг, но чтобы наши дети сами самостоятельно добывали информацию и научились использовать эту информацию, например, посредством составления вот этого историко-туристического маршрута. То есть, по большому счету, также мы еще и в какой-то мере оставляем свой след в туристическом изучении нашего региона, нашей республики. В Центре спортивной подготовки «Триумф» в Якутске 26 апреля состоится 3-й международный турнир по профессиональным смешанным боевым единоборствам «Игл FC-53. Кубок Илдархана» Якутия Айсена Николаева. Зрителей ждут 11 поединков. Турнир организован совместно с Лигой Хабиба Нурмагомедова, «Игл FC» и Лигой профессиональных боев «Нордлиг». Среди бойцов известные спортсмены, в том числе чемпион России и мира по боевому самбо, обладатель пояса «Игл FC» Исраил Гаджиагаев. Также выступят и воспитанники школы единоборств имени Абдулманала Нурмагомедова, основателями которой являются тренер и его сын, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Это были все новости к этому часу. До встречи. Доброе утро. Мы продолжаем. Узнавать историю своей малой родины можно с помощью интернета в музее или в библиотеке, читая подшивки газет прошлых лет. А уснерские школьники знают еще один источник истории, неплохой достаточно и информативный. Это архив. Давайте узнаем подробнее об этом.
Мы уже несколько лет подряд организуем для учащихся школ, гимназии Аймяконского района вот такие вот квест-игру. Задаем вопросы по образованию поселка Куснера, в целом по району, и чтобы дети как-то немного понимали и знали историю своей родины малой. Им это очень нравится. Именно не то, что ходить и смотреть на какие-то дела, стенды смотреть, а именно чтобы прикоснуться к историческим документам. Вот это их очень увлекает, завлекает, и они с большим интересом ищут дела, ищут фонды, находят в делах, находят родственников. Вот кто приходит, чаще всего находят дети своих дедушек, бабушек. Когда дети находят вот данные своих близких родных, у них просто глаза расширяются, и они такие счастливые, что это же мой дедушка, это же счастье, что дедушкин документ здесь или там бабушка. Ну вот в таком плане, наверное, нужно проводить детям чаще. Нынешние участники квеста – восьмиклассники Уснерской гимназии. Ребята с интересом выполняли задания игры, их было 7. Собирали пазлы и определяли изображенный объект. Наводили порядок на стеллажах с документами, искали значимую дату в истории поселка и документы по поступившему запросу. Архивный поиск словно детектив. Ученик сам находит документ, и это воспринимается очень эмоционально. Я всегда хотела побывать в архиве, потому что, мне, в общем, нравятся всякие такие вещи, связанные с историей. Было очень интересно на этом квесте. Нам даже разрешили поставить печать на сертификате. Историю всякую мы смотрели, искали всякие подсказки, тоже в документах. Даже там у нашего одноклассника, оказывается, дедушку нашли. Я узнала о всяких приисках новых. Те, которые закрыли, я о них раньше нигде не слышала. Я узнала, когда образовался поселок Уснера, для чего стеллы нужны были. Мне ни родители, никто про это не рассказывал. Вот я как раз здесь об этом узнала. В наше время много искаженной информации. Ребятам рассказали о подлинности подписи, печати, об уважительном отношении к документу, как к уважению истории своего края. В подтверждении подлинности полученных сертификатов ребята собственноручно поставили на них сургучные печати. На самом деле мне очень понравилось. Узнал много интересного. Узнал то, что аж с 20-х годов здесь хранится все. Думал, не так тут, не такие старые документы, скажем. Вот. Интересная работа по мне. Лично для меня она не подойдет, я более такой активный. Тут работа более для усидчивых. Вот. Как квест? Квест по мне интересный был. Но я на самом деле бы подольше его сделал. Организация хорошая. Новый узнал, наверное, то, что тут хранится прям про всех людей, которые вот работают в Уснере. Вот это я этого не знал. Использование материалов архива в воспитании любви к малой родине формирует уважение к корням, подкрепленное реальными, а не вымышленными фактами. Ну, а прежде чем закончить наш эфир, мы хотели бы его закончить, конечно, красиво. Красиво, с размахом, шикарно. Да. Такой вот жест очень романтичный, я бы сказала, сделал один человек в Москве. В одном из жилых комплексов в районе Раменки подъезд дома оказался полностью заполнен розами. Да. По оценке жильцов их количество достигает 1 миллиона, а стоимость такого признания может составлять 70 миллионов рублей. Вот, курьеры разгружали букеты всю ночь и заняли весь первый этаж холла. Так что такое признание в любви. А может быть и не признание доподлинно, мы пока не знаем, признание ли это в любви, или может открывается какой-то цветочный магазин. Да, все может быть. Все может быть, тем не менее, если мы будем красиво. Эффектно. Да. Вот. Выходишь такой с лифта за хлебом, а тут цветочки, да? И, наверное, радуется не только та самая девушка, которой, может быть, и предназначены эти цветы, но и все жильцы дома. Да, а с другой стороны, за эти 70 миллионов предполагаемых рублей можно было сделать что-то более полезное, причем не в плане потратить их на какие-то другие вещи, а, опять же, хочешь сделать хорошее, увековечить себя, пожалуйста. Мне кажется, таких бы денег могло бы хватить на помощь в строительстве школы, условно, да? Да. Вот. Да. Мы, конечно, в чужой карман не лезем, мы просто
выражаем свое отношение. Свое мнение. Мы просто выражаем свое Ну, мнение. если человек может позволить себе, я думаю, может быть, он и помогает. Если он может позволить подарить столько цветов, может быть, он и помогает, и занимается добрыми делами. Может быть. Если да, то все здорово. Еще другой момент, если это какая-то регулярная вот акция, вот такие крупные и вот невероятные подарки, говорят психологи, что это тоже не очень хороший признак, оказывается. Вот, как ни странно. Поэтому, если это просто какая-то разовая акция, вот, может быть, годовщина. Да. А вдруг 30 лет Да, вместе может, 50 уже? лет вместе. 50, золотая свадьба, тогда, вот еще один вопрос, кто потом это все убирать будет? А подумали ли об этом? В любом случае, красиво, спору нет, эффектно, здорово. Соседи порадовались, безусловно. Вот. Поэтому мы желаем вам сегодня тоже радоваться. Пусть, конечно, может быть, ваш подъезд не будет украшен миллионом роз, но просто какая-то красота вокруг нас всегда. Главное ее замечать. И внимание, и улыбки ваших близких пусть всегда вас согревают. Ну, а если вы что-то пропустили, не забывайте про наш канал в Макс, а также провожаем вас в этот день. Напомню, что сегодня в городе Якутске у нас сколько? 4-6 градусов тепла. Да, это здорово. Вот это еще один момент, где можно увидеть красоту, хотя бы ее почувствовать. До завтра. Увидимся завтра.